Первый татарин – герой Советского Союза, родом из Донбасса. Это Гильфан Батыршин, и вот эта улица Батыршина в Казани названа в его честь. Весь его род из деревни Ямашурма Высокогорского района Татарстана. Он себя называл уроженцем Ямашурмы. В селе установлен бюст герою. Писатель Шамиль Ракипов написал о нем роман «Таунар Фаман Матурма. Прекрасные ли зори?». Гильфан Батыршин, в официальных документах Батаршин, родился в поселке Голубовка Луганской области, ныне Кировск, в 2014 году. После семилетки переехал в Казань, где работал на заводе пишущих машин. Затем на шахте в Лисичанске. Потом начал служить в пограничных войсках на Дальнем Востоке. 29 июля 1938 года он принял участие в боях у озера Хасан против японцев. Существует даже легенда, что татары имеют отношение к этим местам. Якобы у озера похоронен хан Хасан, а там рядом есть и Татарский пролив. Хотя официальная версия – китайское происхождение названия от Хайшань. Сопку Безымянную, где держали оборону 11 пограничников, включая Гильфана и его друга детства Ивана Чернопятка, атаковали 150 японских солдат. Батыршин, несмотря на ранение, прикрывал отход бойцов, под огнем вытаскивал раненых, в том числе и командира, переплывая через Хасан. Участвовал в боях у высоты Заозерная. 25 октября 1938 года 5 пограничникам, включая Батыршина и Чернопятка, было присвоено звание Героя Советского Союза. Батыршин – первый герой-татарин и один из первых пограничников-героев. В Казани его чествовали. На литературном вечере в честь героев собрались известные татарские писатели. Гармонист Файзулла Туишев затянул песню про Донбасс, а оркестр исполнил марш Батыршина. Гильфан продолжил службу, учился в военной академии, женился. В начале Великой Отечественной войны вывел часть из окружения в Белоруссии. Сражался под Сталинградом. В конце войны снова оказался в Белоруссии, уже в звании майора, командуя батальоном. Был такой эпизод. Он отпустил плененного немецкого генерала Фалькнерса, чтобы тот убедил свои части сдаться. Это был риск. За такие решения могли отдать под трибунал. Батыршин с задачей справился. В 1947 году Батыршин выступил в качестве свидетеля на Международном военном трибунале в Токио. Он свободно говорил по-английски и привел веские доказательства того, что события на Хасане были актом агрессии со стороны Японии. Возвращаясь из суда, Гильфан Батыршин и Иван Чернопятка погибли в авиакатастрофе у острова Аскольд. Причиной трагедии неизвестной. Ему было всего 33 года. У него остались 2 дочери Рита и Альфия. Кстати, слово «батыр» переводится как «смелый». Он оправдал фамилию.